наших домов культуры в рамках национального проекта «Культура» набирает определенные темпы. Вот. И в этом году, в 2020 году планируется, ну, скажем так, по-моему, в пределах до 6 миллионов приобретение музыкальных инструментов. Я не буду говорить точно по суммам, не финансист, не скажу, но я знаю, что руководство Министерства культуры проработало эту тему, и в этом году мы ждем пополнения. И вопрос будет касаться прежде всего вот, наших старинных музыкальных инструментов. Вот. Ну и в этой части, естественно, и фортепиано и так далее. То есть вот дома культуры, такого не было очень-очень много лет. И то, что сейчас такая тенденция, и есть возможность вот в рамках национального проекта «Культура», то есть республика подает заявочку, правительство республики обязательно участвует в софинансировании, без этого фактора невозможно. Вот, они изыскивают какие-то возможности. В общем, мы пробуем, пытаемся решать эти проблемы, потому что до национального проекта «Культура» была федеральная целевая программа «Культура России», но она была рассчитана только в основном, мы с большим трудом могли туда залезть и попытаться вот разрешить какие-то вопросы по укреплению материально-технической базы и по оснащению инструментами вот наших культурно-досуговых учреждений. Это было сделать очень сложно. В основном федеральные средства приходили на иные какие-то мероприятия, то есть на фестивальные какие-то проекты и так далее. Привлечь средства на материально-техническую базу было крайне сложно. Поэтому вот сейчас есть какие-то подвижки, ну и, в общем-то, я рада с вами поделиться этой информацией. Вот. Плюс ко всему, конечно, инициатива главы республики вот, по проведению смотра народного творчества Республики Северная Осетия Алания «Ирфарм». В русскоязычном переводе это будет звучать «Достояние Осетии». Вот. Тоже очень хорошая такая инициатива. В принципе, знаете, большой стимул, мотивация к тому, чтобы занимать какие-то призовые места в этих конкурсных мероприятиях, фестивальных. Вот. И фестиваль проходит в несколько этапов, и победители имеют возможность приобрести либо музыкальные инструменты, либо обновить костюмный цех, да, своих клубных формирований, или провести какие-то там мероприятия и так далее. Но есть и эта возможность тоже, что тоже как бы нас немножечко мотивирует на активизацию нашей деятельности, на привлечение ребят в наши клубные формирования, чтобы больше возможностей появилось и у них. Потому что вот на самом деле культурно-досуговые учреждения, вот мы сейчас сталкиваемся, огромное количество ребят хотят заниматься, но не у всех возможности есть приобрести хроматические гармошки, например, или еще что-то. Это крайне сложно. Но вот сейчас клубные учреждения чем отличаются от музыкальных школ и так далее? Что дает возможность? Допустим, клубное учреждение. Если в музыкальных специализированных учреждениях обучают классике, джазу и так далее, различным обработкам, да, профессионально на национальных инструментах, то клубные учреждения, в принципе, дают возможность, ну, может быть, элементарным каким-то приемом освоения игры на этих музыкальных инструментах, но это тоже наш плюс и дает возможность привлечь еще больше ребят в наши клубные формирования. Ну, в общем-то, это, наверное, все, что я хотела сказать. Удачи нашему семинару, удачи участникам. Спасибо. Абацаганамет фандадайт на культуре министр наша глава царят Валерий Номилы пататар бушник штей арфан фандана самайна фембалта хашой антыштовалахишта самай армаш мипулху тима фасардан фашарам каразил масинканам нер арнсара нерлау фала удом усуфембалта архашой фар си шулинкаранта самай удон фас ва оркестрта фантаждык даруй. Ир бирана заузана фала самагашка. Манан така тамара с конкурсу тхежахта ир фанчарга. Не пата анкалмакашан самай с сертификат тарашта. Удон фарс фантаждык дарканан навналанта. Ишнин фада самай уса навналанта. Армаш фата. Армаш дуала дарашу. Маран саю. Фала асакета ироматан гашта. Чивдышта начишта. Удон фарс фантаждык дарканан самай на мелодии-то на жанчта жалой бира айда. А он за нагажма станихитак, на ног специалист, хошенкан за не берешь таймураж,
Юхат Майжаксанын фандыла самай осы сертификата ирма магашкауи гаштой асы уатан гаштадар бахаша ама кухы бафтуи ахуртах жгулай юмашкан фиштан каталитар амштан мана амнан узаниш шгулна фирбалта абон фирбалта афера что нужно. Добрый день, спасибо, что сегодня пришли на наше мероприятие. Скажу честно, готовились мы недолго, так как работаю я в Республиканском доме народного творчества, еще даже месяца нет. И я хочу сказать то, почему я согласился и почему мне это интересно, именно эта работа, потому что у нас есть колледж искусств имени Валерия Гергиева, где, вот как раньше Тамара сказала, обучают профессионально на народных инструментах, среди которых и наша национальная гармоника. Но на сегодняшний день в республике очень успешно реализуются федеральные программы, по которым идет открытие новых домов культуры. Это очень хорошо, но одно повлекает за собой другое. Сейчас возникнет вопрос, уже возник вопрос, что в этих домах культуры, вот именно по нашему направлению, инструментальный жанр, некому работать. И нету таких специалистов, которые бы могли обучать подрастающее поколение игре на этих инструментах. Я думаю, что задача Республиканского дома народного творчества и, наверное, Владикавказского колледжа искусств совместно реализовывать и выпускать таких специалистов, чтобы они уже в последующем, после окончания, а мы являемся головным учебным заведением в республике, можно даже сказать, что единственным. И у нас, к чему я говорю, вот у нас, допустим, сегодня в ансамбле сидят два представителя с Мизура. Это Карина Гагиева, и вот на ладанце играет Чермен Бугулов. Я к чему говорю, что вот мы разработали такой учебный план, что эти студенты, они учатся на национальной гармонии. Но как дополнительный инструмент они проходят вот эти астинские национальные инструменты. Понятное дело, что у них в дипломе не будет написано. Но и понятное дело, что и даже в элементарный клуб принять специалистов без диплома не могут. Им нужно где-то получать образование. Необходимо, конечно же, подумать о первичных курсах повышения квалификации, там курсы переподготовки специалистов для работающих сейчас руководителей оркестров, ансамблей национальной гармоники. Это у нас все в планах. Я думаю, что если мы пойдем по этому направлению, то буквально года через 4 или 5 лет мы эту проблему решим. И у нас в республике появятся молодые специалисты, которые умеют, которые знают и научат в селах, в районах и будут успешно преподавать и развивать нашу культуру. Это является нашей целью, вот первоочередной. Вот как выше было сказано, опять-таки же сейчас возникает вторая проблема и второй вопрос по музыкальным инструментам. Вот Тамара очень подробно описала, как то, что сейчас инструменты приобретаются. Вот я хочу сказать, вот, что в колледже искусств, вот наше учебное заведение, которое как бы является, еще раз повторюсь, головным, последний раз инструменты приобретались в 1987 году. То есть больше 30 лет нашим инструментам, и сейчас идет большая работа в Министерстве культуры, за что им мы очень благодарны. И все, наверное, читают соцсети. Недавно было написано, что выделили 14 миллионов для Моздовского района в этом году и для нашего колледжа. И, как было написано в этих публикациях, дальше будут развиваться каждый год там 1 район, 2 района, это все будет развиваться, и это очень хорошо. Другой момент, про который бы я хотел сказать, это вот гранты, целевые национальные проекты есть, по которым, допустим, вот наш колледж 5 лет назад выиграл этот грант. Есть положение этого конкурса, и опять-таки же повторюсь, Дом народного творчества, мы работаем для вас, для того, чтобы помочь вам реализовать эти проекты, и мы будем это делать.
Вот мы, колледж искусств, в свое время разработали такой проект. Здесь есть именно и разработчик этого проекта, это Лилия Колдышева и Елена Газданова. Они это все делали вместе с директором. И, как вы видите, сегодня у нас есть весь парк инструментов, на которых мы успешно обучаем наших студентов. Сегодняшнее наше мероприятие пройдет несколько этапов. Я сейчас расскажу буквально, наверное, вот тема нашего семинара – это история сохранения и развития исполнительства остинских народных инструментов. Вот, знаете, вот сейчас из всех инструментов, которые мы вам сегодня представим, наверное, не нуждается в представлении остинской национальной гармоники, который инструмент, который вышел на мировой международный уровень благодаря людям, которые это делали. Я сейчас хочу сказать про Булата Гапоевича Газданова. Буквально позавчера я разговаривал, и с чем, говорю, это было связано? Я не забуду. С чем это было связано? И вот в 50-х годах, когда в Остинском театре активно уже ставили спектакли, где аккомпанировали певцам, и Булат Гапоевич рассказывал, была диатоническая гармоника. Но все знают, что диатоническая гармоника играет только до мажор-ля минор. Но вокалистам же этого недостаточно, и начали делать инструменты в разных тональностях. Потом я это, конечно, неудобно, это невозможно, потому что, извините, тогда уже профессиональные композиторы писали, и нужно было играть именно профессиональную музыку. Именно с этим связано развитие нашей национальной гармоники. Уже в 1964 году по эскизам Булата Газданова Виктором Панасенко была изготовлена первая хроматическая остинская национальная гармоника. Это, конечно, дало толчок многому, расширился сразу репертуар, появился первый концерт для остинской национальной гармоники, который написал Дута Хаханов, посвящение Булату Газданову. Затем Николай Александрович Кобоев написал концерт. Но именно в становление этого инструмента внесли большой вклад педагоги Владикавказского колледжа искусств имени Гергера. Я сейчас хочу сказать, конечно, в первую очередь Алла Газацкого, которая внесла готово-выборную механику, благодаря чему опять-таки же диапазон и репертуар национальной гармоники расширился до такого уровня, что сегодня наш инструмент пользуется популярностью на профессиональных международных музыкальных конкурсах. Это большое достижение. Это большое достижение, что в Ростовской консерватории, в Московском педагогическом институте Ипполитова и Иванова открывают кафедры, где преподают нашу национальную гармонику, и наши студенты, уже заканчивая наше учебное заведение, могут поступать. И сегодня мы будем говорить про другие инструменты тоже. Вот гармоника, до какого уровня она дошла, мы вам покажем чуть-чуть попозже, когда наш один студент, что-то Замантидер, для вас исполнит одно известнейшее произведение. Не буду пока говорить какое. Что касается других инструментов, знаете, работа ведется, именно профессиональная работа. К сожалению, очень мало материала. Мы для вас представили методические материалы. И знаете, кроме этого учебника Феликса Угорова «Музыкальная культура сети», достоверной информации нигде больше нету. И если говорить о всех инструментах, которые сейчас вам Таму Берузов будет освещать, рассказывать, то мы на сегодняшний день не преследуем цель доводить их до такого уровня, чтобы они стали сольными инструментами, потому что они не выполняют такую функцию, не все из них выполняют такую функцию. Наша цель – это создать условия для подрастающего поколения, выпускать специалистов, которые могли бы обучать на этих инструментах. И, конечно же, вчера с Казбеком разговаривали, и Казбек говорит, нам надо сделать при Доме народного творчества мастерскую. Только, как знаешь, чтобы именно хорошие инструменты делали. Это, знаете, это тоже отдельная
интересная тема про мастеров. Есть очень хорошие мастера, а есть, допустим, вот сейчас здесь стоит арфа 12-струнная, не буду говорить, кто автор, она мастер, точнее, она бутафорская. Сейчас их много изготавливают, но, конечно, нужно и говорить о качестве этих инструментов. Вот Таму Березов выразил свое желание изготавливать духовые инструменты, потому что на сегодняшний день у нас есть там уже много мастеров, которые изготавливают Дуладышнамафандер, Тейшамфандер, Далафандер, ну, видео это уже там можно сказать, но духовые инструменты, там сказал, что штили заказали в Новороссийске мастер Попов. Да, Антон Платонов. То есть у нас в республике нету специалистов, которые бы изготавливали вот наши духовые инструменты. А духовые инструменты это самая обширная группа наших национальных инструментов. Никто их не знает и не играет. Да, их никто не знает сегодня, потому вот сейчас я уже, наверное, перейду к следующему этапу нашего семинара. Слово предоставляется Таймуразу Березову, и он вам расскажет про духовые инструменты, про струнные инструменты, ударные инструменты. Ну а про гармонию я вам уже все рассказал. Добрый день. Я не являюсь специалистом, но Федор попросил немного рассказать об инструментах, на которых я играю. Вот перед вами слайд. Это, если не ошибаюсь, Абаев, забыл имя, исполнитель на ладензе. Ладенз — это открытая продольная флейта, без свистка, то есть просто трубка с игровыми отверстиями. Игровые отверстия доходили от 2 до 6, но чаще всего встречаются 2 или 3 игровых отверстия. В определенное время года, вот это Ислам Богов, исполнитель на ладензе из селения Зурикал. В определенное время года, как правило, конец августа, когда уже трава постепенно начинает сохнуть, вырезался стебель растения, либо зонтичного, либо просто растения с мягкой сердцевиной. Вычищалась мягкая сердцевина, прожигались отверстия, и инструмент звучал до весны. Позже уже инструмент выкидывался и делался новый. Так было просто в горах, так как инструмент был пастуший, но позже стали делать металлические инструменты, и даже есть сведения, что участники русско-турецкой войны, осетины, когда останавливались на привал, они устраивали танцы и играли на своих ружьях, как ладно. Вот. Ну, в описаниях атласа музыкальных инструментов народов СССР ладенз имеет 2 или 3 октавы, по-разному описывают, 3 октавы диапазона. И хочется сказать, что способ игры, то есть манера звукоизвлечения, отличается от соседних народов, от способа звукоизвлечения соседних народов. Осетины играли, это даже видно на фотографии, просто, то есть в бок инструмента подается поток воздуха и происходит свист. Конечно, по фотографии, это когда человек уже умеет играть, тогда можно сравнить с фотографией и сказать, да, на самом деле так. Но ни у Феликса Алборова, ни у Бориса Галаева никакого описания нет, как играть на инструменте. Я это связываю с тем, что во времена Галади, во времена Алборова, этот инструмент был настолько частым явлением, как
Картофчин, Сахарадин, не знаю, то есть не требовалось объяснять никому, как играть на ладоне, потому что, наверное, играли почти все. Но когда вот я, будучи студентом, увлекся народными инструментами, и когда я видел в книге Феликса Алторова «Ладенс», я просто не понимал. Там вот фотография, вот Ладенс, а где его свисток? Непонятно. Вот Ладенс висел на проволоке, я думал, что это проволока, она вот что-то значит, что это, не знаю, то ли мундштук, то ли что-то. В общем, никаких сведений. И да, и вот инструмент саламури, покажи. Это ближайший аналог осетинского вашана, то есть вашан, ладно, разные инструменты, это со свистком. То есть, чтобы извлечь звук, нужно просто подудеть, вот просто издать звук просто. Да, то есть здесь есть свисток, и чтобы просто засвистеть, надо турбо. Чтобы извлечь звук из ладенза, нужно, кому-то от 10 минут до 6 часов потрудиться. То есть надо поймать положение губ. Но, тем не менее, вот этому виду инструмента, то есть не конкретно ладензу, то есть я не являюсь ура-патриотом православным. У того же Феликса Алторова написано, что вот таким инструментом около 3000 лет. То есть способ звукоизвлечения был разный, например, у наших соседей, там у адыгов, у калмыков, там в России у бурятов и так далее. Способ звукоизвлечения следующий. Они как-то подставляют инструмент к зубу, выворачивают язык, и вот таким образом идет свист. Да. То же самое у абхазов. Более того, у абхазов еще есть манера подпевания самому себе во время игры. Я как бы могу просто показать, например, вот. Да, то есть, этого нет у нас. Может быть, было, но у нас ничего не дошло. Я вот только сейчас вспомнил, что я еще мог принести видеозапись Ламбега Цолкойти. Это старик, у которого я учился играть на варне. Вот когда я учился играть на вашине, но опять же имейте в виду, я вашин называю саламури, потому что никто не делает вашин сегодня. Все инструменты покупаются сегодня в Грузии. Любые, и хорошие, и плохие, все инструменты. И вот когда я учился играть на вашин, я думал, что это ладенс. И позвонила какая-то женщина, которая представилась родственницей Ламбега. Я тогда еще не знал, кто такой Ламбег Цолкойти. Он говорит, живет в горах и играет на какой-то странной трубке. Съездить и посмотреть. Мы оперативно собрались, поехали в Тигорию. И вот там, Задолеск, да. И вот там у нас произошла прямая передача знаний от старика, который еще играл, которого учили его старшие. То есть он играл по-осетински, не в зуб вставлял, а играл просто по-осетински. Так мы можем посмотреть сравнить с картинкой. И мы научились, то есть если бы мы тогда не съездили к Ламбегу, сегодня, не зная, как извлекать звук из вот этой трубки, мы бы смотрели уже на соседей, на абхазов, на адыгов и вообще на всех остальных почти в России. Теперь пару звуков, да, и дальше.
двуствольном стиле. Или еще одно, ну, как бы более древнее, наверное, более спорное название УДЭРС. УДЭРС название предложил Феликс Алборов, как при нем изготавливался однажды инструмент, и мастер, вырезав язычок, то есть инструмент ростевой, ну, как бы, всем сейчас не буду показывать, может быть, потом, кому интересно. Он сказал: "Салома дам я уд не шталфа, вот мы на сердце". То есть он язычок назвал уд. Я думаю, вот поэтому Феликс Алборов предложил это название. Стиль делался из ствола шиповника, отрезался побег шиповника определенного размера, далее как бы пальцевая мера, я не знаю, как она точно называется, то есть там подставлялось несколько пальцев, выжигалось отверстие, еще там 2 пальца подставлялось, еще выжигалось. То есть не путем поиска звука, а чисто механически все делалось. Потом заставляли язычки задрожать, и получался стиль. Стиль был одноствольный и двуствольный. Но после того, как инструмент высыхал, просто он уходил в негодность. Соответственно, изготавливался стиль, играли на нем недели-2 и выкидывали, делали новый. Не знаю, когда как бы инструмент этот исчез в советское время, но описания остались у Феликса Алборова, у Бориса Галати, и эти описания мы отправили нашему другу Антону Платонову в Новороссийск, который занимается духовыми инструментами. Он изготавливает волынки и вислы разные, то есть разного рода духовые инструменты. И вот, ну как бы нам сначала прислали точную копию, то, что у Алборова. Это двойной стиль с 5 игровыми отверстиями на одном чампере, ну как бы на одной флейте и с одной на другом. Но как бы инструмент должен эволюционировать, и через пару месяцев мы попросили новый. Вот сегодня я вам покажу инструмент с 6 игровыми отверстиями на одном и с 3 на другом. То есть инструмент должен идеально строить друг с другом, чтобы играть в ансамбле. Первые 3 отверстия играют одинаково, то есть одни и те же ноты. А далее уже левый инструмент подбивает, правда? Но инструмент пока может немножко фальшивить, потому что я не успел его разогреть с утра. И язычки должны немножко разогреться, и тогда инструмент начнет строить. Спасибо огромное. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я думаю, очень интересно. Но он больше сигнальный инструмент. Возможно, если бы его делали не из рога, а из чего-то другого, то,
водного происхождения, то вот эта дека реагирует на атмосферное давление раньше, чем это понимает человек. То есть она проседает, на ней проступает влага, еще что-то. И как бы он, чисто имея хороший музыкальный слух, он играет, и он чувствует, что этот инструмент просто начинает фальшивить. И он понимает, что если ему как бы что что-то сейчас изменится. Что может измениться? Ну, скорее всего, дождь. Потому что ни вулкан, пошел в итоге снег, да. Ну и еще был случай очень интересный, когда сходила лавина. Видели вы, наверное, эту картину? Когда сходила лавина, впереди всех шел исполнитель на Кришны Фандер. И он слушал свой инструмент, и там, где звук менялся, там он говорил, что вот здесь погибшие, их надо пойти, как бы это было. Ну, я, наверное, просто кусочек кадра исполню, чтобы, потому что мы уже играли. Виолончель, сделанная уже для оркестра. То есть раньше не было смысла делать вот такой инструмент древний. Во-первых, это было сложнее, а во-вторых, ну это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Дала Фандер. Вот сегодня, наверное, никто из нас не застал, может быть, только если у кого-то в семье остались старинные какие-то Дала Фандер. Обратите внимание, здесь две струны на каких-то из них, то есть не три, а две струны, и только 5 ладов, 5-7 ладов. То есть старый Дала Фандер, он был совершенно другой инструмент по сравнению уже с сегодняшним. Почти ничего из того, что вот играет сегодняшний оркестр, на этом инструменте невозможно было сыграть, так как отсутствовали хроматизмы, отсутствовала третья струна, строй был совершенно другой. Строй был кварта-квинта, либо просто кварта, либо просто квинта. Вот. Сегодня строй другой вот на профессиональных инструментах. Способ звукоизвлечения был пальцевый, в отличие от оркестровых медиаторов. Но инструмент потерял именно вот тот пленительный звук. Это описывает тоже Феликс Алворов. То есть, когда стали переделывать Дала Фандеры в Южной Осетии под оркестровый инструмент, они потеряли именно вот то очарование, то, что пленило слушателя. И инструмент как бы стал хорошим, таким концертным, как балалайка. Да, это все Дала Фандер. Но это уже, опять же, переделанные Дала Фандер времен оркестра уходит. Гуашного Фандер, у нас он тоже есть. Опять же, я просто скажу два слова о том, как сильно распространен был этот инструмент. Однажды, когда сын был Мохаммад Томаев, такой известная личность. И вот отец Мохаммада Томаева, когда женился
он слабость. Ну, в общем, они пришли в дом Джикаевых, опять, ну я могу ошибиться, но вроде бы было так. Они пришли в дом Джикаевых, то есть Джикаевы хотели посмотреть на своего чача. И спросили его, ну, что он может, что он умеет. И он сказал, что он умеет играть на клавишном. И тогда они ему ответили, а сейчас все умеют играть на клавишном. Ну, как бы, в чем особенность твоя? То есть все умеют играть на тот период. Ну, тогда он как бы попросил тазик с водой, ему принесли, он разулся, помыл ноги, помыл руки, ногами сыграл на клавишном, руками сыграл. Да, это, ну, как бы бубен, но он был распространен раньше. Там еще есть один слайд. Ну, да. Если вы смотрели фильм «Фатима», недавно еще его озвучили, то там тоже играет, синг начинается, и вот в синге играет, там, ну, не знаю, секунды 3, внимательнее, наверное, заметить. Вот этот инструмент дал, а я считаю, что как-то тоже. Лоулистов у нас очень много, даже слишком много. Можно вводить вот этот инструмент. Спасибо.
С вами прозвучит Антонская фонда. Добробудьте со славным зацепом. Quiero